Добрый день. В эфире на телеканале ТР программа «Прайм» с Аркадием Бабченко. Я, соответственно, Аркадий Бабченко. Будем с вами говорить о том, что происходит у них там за поребриком. Поговорим про скрепы, про величие, про русский мир и вообще обсудим все самые интересные темы. Пойдем по новостям. Начнем с такой замечательной новости. Похитители скрутили на одной из московских улиц помощника прокурора, надели ему мешок на голову и затолкали в машину, после чего скрылись с места происшествия. Однако, ознакомившись с документами жертвы и поняв, что это не тот человек, который им нужен, принесли свои изменения и со словами о собачьей работе даже довезли жертву до дома. Вежливые люди, что? Все, как завещал Владимир Владимирович Путин. Это вот новые реальности этой страны, да, как Путин говорил, поураганили в лихие 90-е, сейчас типа стабильность, чтобы ничего не повторилось. Но вот все оно повторяется замечательно и будет еще только хуже. Вот моя любимая из новостей сегодняшних. С аллеи космонавтов на ВДНХ украли латунные орбиты планет. Московская полиция возбудила дело после кражи части орбит планет с конструкцией на аллее космонавтов. Дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере, так как ущерб составил более 5 миллионов рублей. Латунные части памятника были спилены и украдены. Юра, мы все профукали. Причем профукали не просто космос, профукали не только гонку по стартам и по присутствию в космосе. Да, в космос сейчас уже выходит и Китай, уже все, кому не лень. Илон Маск, компания Илона Маска уже провела большее количество запусков, чем Роскосмос. Да, по-моему, на последний момент это было 12, у Роскосмоса 11. То есть Россия сейчас отстает по всем параметрам. Но даже вот сперли латунные орбиты планет. Причем это все произошло на ВДНХ. Там замечательный такой сквер, я через него ездил на работу в Останкино, когда в Останкино еще можно было работать, когда это было телевидение, а не зомбоящик. Вот. И там большой такой парк, и через него можно было все время свободно проходить, а потом его обнесли забором, таким шикарным забором, ажурный такой из литого чугуна, ну, на лямы баксов там, конечно же. Кто-то на эти деньги построил себе виллу. Не помогло. Все равно сперли. Все равно замечательно. Кстати, к слову о памятниках. Не так давно, тоже, по-моему, на прошлой неделе в Ростове-на-Дону открыли памятник добровольцам, как они это называют, да? Людям, которые ездили из России воевать на Донбасс. Он замечательный, сейчас вы его видите на экране. И приезжал Захарченко, приезжал там кто-то еще, Сурков даже сам приехал, да? То есть это было такое официальное, такое серьезное знаковое открытие. Но мне вот этот памятник понравился тем, что он, там у него на табличке, он безымянный. Там написано просто добровольцы, да, героям Донбасса, вот, если быть точнее. Если кто-то был в Вашингтоне, да, и были там, видели памятник погибшим во Вьетнаме, да, погибшим солдатам во Вьетнаме, это стена плача, так называемая, это большая стена. И на ней выбиты все фамилии. Говорят, что там все погибшие до последнего человека, да, то есть там действительно никто не забыт. Там вот до каждой последней буковки люди туда приходят, видят фамилию своего родственника, они приходят именно туда. Что мне нравится в этом памятнике? Этот памятник безымянный, да, ну как всегда. Пушечное мясо, бабы еще нарожают, как тебя звали, никому не интересно. Будешь лежать где-то под могилкой, а мы тебе здесь поставим стелу. На мой взгляд, этот памятник не совсем соответствует, правда, своей стилистике. Мне кажется, по стилистике он должен быть другим. Мне кажется, по стилистике это должна быть, конечно, номерной крестик, безусловно. Номерной крестик, как это делается на кладбищах в Ростове. Привезли пушечное мясо, где-то закопали, похоронили под безымянным номером, никому он не нужен, и эпитафия там должна быть, конечно, баба еще нарожает. Вот это было бы стилистически грамотно. Мировой суд Тверского района Москвы назначил штраф бизнесмену Умару Джабраилову, который 29 августа устроил стрельбу в отеле Four Seasons. Суд признал Джабраилова виновным в употреблении наркотических средств или психотропных веществ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей. Уголовное дело в отношении бизнесмена в суд не поступало. 4000 рублей – минимальный штраф по указанной выше статье. Но я думаю, вот эта вот новость будет интересна тем, кто голосовал за присоединение к России, да? Чтобы понимать, в какую страну вы попали, друзья мои. Умар Джабраилов – это экс-сенатор
от Чечни, экс-сенатор Чечни, богатый человек, владеет недвижимостью. Его имя связывают с убийством американского бизнесмена Пола Тейтума. В 1996 году Пол Тейтум заявлял, что именно Умар Джабраилов угрожал убить его, чтобы вывести из списка учредителей интуриста Радомир, гостиница и деловой центр. В ноябре того же года Пол Тейтум был расстрелян в подземном переходе около станции метро Киевская. И причастность Умара Джабраилова к этому убийству не была доказана, но ему запретили въезд в США. И вот этот человек, значит, видимо, приняв каких-то наркотических веществ, да, говоря русским языком, нанюхавшись кокса, в отеле Four Seasons достает пистолет и открывает стрельбу. Стрелял в потолок, потому что ему там не угодил, по-моему, служба сервиса ему не угодила, принесла ему что-то не то. И он начал стрелять. Его, как ни странно, задержали. Приехал наряд полиции, Умара Джабраилова задержали. Отвезли даже в милицию в какую-то. И вот сейчас мы узнаем эту новость, что оказывается, ну, если ты выходишь в России сейчас с плакатом, просто протестовать с одним плакатом, ты получаешь штраф 20 тысяч рублей. Если ты в России выходишь второй раз с плакатом, ты получаешь штраф 15-20 суток ареста. Если ты выходишь в России третий раз с плакатом, ты получаешь уже срок, настоящий реальный тюремное заключение, до, по-моему, если не ошибаюсь, до 3 лет можно сесть, да? А если ты Умар Джабраилов и, нанюхавшись кокса, стреляешь из боевого пистолета, там не травмат был, а боевой пистолет, стреляешь в гостинице по стенам и потолкам, тебе выписывают всего 4000 рублей штрафа. И это вот примерно то, что и будет дальше в тех новоприбывших, скажем так, в Россию регионах, которые так хотели камней с неба. Ну вот камни с неба, они обязательно будут, конечно же. Я надеюсь, кстати, что Тверской мировой суд Тверского района Москвы не забыл сразу же извиниться заодно перед Умаром Джабраиловым. Террорист ДНР с позывным «Туман» записал гневное видеообращение, в котором угрожает жителям Москвы и россиянам расправой за несправедливость, которую они проявили к нему вместо почтения после войны на Донбассе. «Туман» приехал в Москву и попытался устроиться на работу. Однако юрист ошеломил его денежной суммой, которую он должен заплатить за возможность работать в Москве – 300 тысяч рублей. Боевик возмущен тем, что в столице РФ к выходцам из ЛДНР относятся точно так же, как и, цитирую, к укропам. Он сражался за русский мир и спасал жизни российским офицерам, а теперь оказался здесь никому не нужен. При этом он не скрывает, что готов перебить москвичей и расстаться со своей жизнью, потому что не простит унижения со стороны коррумпированной Москвы. Родина тебя бросит, сынок. Всегда. Как и предупреждали. Я писал об этом неоднократно. Я писал о том, что в России, друзья мои, вы никому будете не нужны, все ваши вот эти вот референдумы и голосования, они не имеют совершенно никакого значения. Единственное, что от вас нужно было, это использовать вас. Это использовать вас, чтобы вы вот эти вот все бумажки подписали, галочки там поставили. Больше ничего не будет. Это был последний референдум в вашей жизни, это были вообще какие-то последние волеизъявления в вашей жизни. Больше ничего этого не будет. Мордор — это такая страна, где самый дешевый ресурс, который есть, это люди. Люди там не интересуют совершенно никого. Ну, хотели — получите, что я могу сказать. Меня вот еще часто спрашивают, будут ли представлять опасность для власти вот все эти люди, которые повоевали там в Донбассе, поехали туда, получили там боевой опыт, и потом они якобы будут возвращаться в Россию и представлять опасность для власти. Не будут. Не будут, никогда не будут, потому что Мордор — это такая страна, которая категорически не хочет передавать право на насилие кому-либо еще. Свою монополию на насилие она не отдает никому. Она очень ревностно к этому относится. Поэтому первым делом, что российская власть будет делать, это она будет крушить все вот такие вот отряды, повоевавшие где бы то ни было. Она никогда не даст образоваться новой силе, сплоченной, обученной, воевавшей, которая будет представлять для нее опасность. Как только власть в России почувствует, что такие вот люди начинают представлять для нее опасность, они будут тут же посажены, если надо убиты, если надо там избиты, вытурены из страны, как угодно еще. Это не имеет уже никакого значения. В общем, ребята, хотели русский мир — получайте, что я могу сказать. Хотели умереть в Москве — у вас будут все возможности.
А если не в Москве, то следующая новость. Американская консалтинговая компания Sufan Group подсчитала число иностранных наемников в рядах ИГИЛ. В документе под названием «За пределами халифата. Иностранные боевики и угрозы их возвращения» утверждается, что на стороне террористов воюет 3417 россиян. По подсчетам компании, именно Россия стала страной, откуда приезжает больше всего наемников. Обратно в Россию по подсчетам Sufan Group вернулось всего 400 человек. Вот я давно писал об этом. У меня мысль уже была такая, еще лет 10, наверное, назад, да, вот когда приезжаешь на войну, война вообще в голове очень, очень тяжело укладывается, да, война вообще это нарушение логических связок, да, логические связки рвутся всегда, это нарушение, в общем-то, и законов физики, потому что это довольно странно. Ты идешь по улице, вдруг смотришь, над тобой пролетает балкон, да, из одного дома вылетает балкон, улетает в другой. И в этот момент мир, он как-то стопорится, да. Если бы Эйнштейн побывал на войне, он бы, конечно, создал бы гораздо более удивительную историю. И мне всегда вот эта вот логическая неувязка, она всегда у тебя в голове цеплялась, потому что вот живой город, живут люди, да, здесь когда-то жили люди, было мирно, нормально, было все хорошо, ездили машины, люди ходили на работу, дети ходили в школу, а потом бах-тарабах, одни руины, смерть, полностью как каменный век, и ничего нету. И мне всегда вот в голове крутилась такая мысль: ребят, ну вот если вам так хочется воевать, а чего вам не поехать воевать туда, где уже и так все плохо, да? Почему вам не поехать, например, повоевать на Северный полюс или не поехать в пустыню? И вот оно, пожалуйста, складывается. Оказывается, наибольшее количество наемников, которые едут в ИГИЛ, они едут туда из России. Да? Ну, порядок цифр, я думаю, верный. Точное число, конечно, тут проверить не может никто. Но 3500 россиян, оказывается, уехали в ИГИЛ. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть ЧВК Вагнера, да? Куда едет, ну, примерно, если судить по статьям в СМИ, да, по репортажам СМИ, куда едет примерно такое же количество человек, да? И вот они там встречаются и воюют друг с другом, каждый за свои скрепы. Радикальные исламисты воюют за свои радикальные исламистские скрепы, радикальные православные воюют за свои радикально православные скрепы. И вот они там друг с другом встречаются, друг друга аннигилируют. Вот я прям всем сердцем, знаете, поддерживаю эту ситуацию. Ребята, езжайте туда и аннигилируйте себя друг друга там сами. Чем больше вы туда поедете, чем меньше вас оттуда вернется, тем меньше вас придет сюда. Вот прям спасибо вам за это. В пандан к предыдущей новости. Бывший капитан Министерства обороны РФ, кандидат технических наук Денис Есамов, специализировавшийся на охране гостайны, примкнул к боевикам в Сирии, потому что не смог расплатиться за купленный в кредит BMW X5. На родине секретчика преследовали кредиторы и коллекторы. Он сделал себе таджикский паспорт и выехал по нему в Сирию. Однако по возвращению был задержан турецкими пограничниками, которые заподозрили его в подделке паспорта. Сейчас Денис Есамов находится под стражей в Таджикистане, который собирается его отправить в Россию. Ну вот меня тоже все время постоянно спрашивают: Аркадий, скажите, что в головах у этих людей? Почему вот они едут воевать наемниками? Почему они едут на Донбасс? Почему они едут в Сирию? Какая у них мотивация? Ну вот самая замечательная мотивация. Чувак купил в кредит BMW X5, не смог расплатиться и решил поехать в Сирию заработать денег. Вот это вот то, что происходит в России, вот это вот то, что происходит у людей в России с головами. Да? Это та страна, которая дошла вот до такого состояния, когда люди, чтобы заплатить за дорогой внедорожник, едут куда-то на войну поубивать кого-то там в Ираке, в Сирии. Да? Я всегда говорил, что самое сильное оружие России — это, безусловно, зомбоящик. Это не ядерные подводные лодки, не ядерные ракеты. Кстати, сегодня Россия провела испытание очередной ядерной триады, да, был запущен Тополь-М, взлетели стратегические бомбардировщики, было несколько пусков с подводных лодок. Но все равно это не самое сильное ее оружие. Самое сильное ее оружие — это зомбоящик. Это то, что зомбирует людей. То, что зомбирует людей так, как еще не было ни разу в истории. Да? Потому что такого инструмента не было еще даже у Геббельса. Потому что тогда-то телевидение только нарождалось, он обходился газетами и радио, а сейчас вот все прям сошлось в одной точке. У Советского Союза не было такого инструмента пропаганды.
И вот мне всегда было интересно тоже, как Германия в 30-х годах дошла до того, до чего она дошла. Да? И вот мы сейчас в прямом эфире можем наблюдать этот процесс, как страны доходят до такого состояния, как страны доходят до того, что люди едут куда-то просто, чтобы заработать денег. Да? Потому что самая главная идеология сейчас в России – это ненависть и агрессия. Ненависть и агрессия. И уже совершенно неважно кому, абсолютно без разницы. К сирийцам ли, к украинцам ли, к крымским татарам ли, к национал-предателям ли. Это уже совершенно не имеет значения. Вырастили поколение совершенно агрессивных людей, готовых убивать и готовых умирать. Ну вот такова наша реальность, в которой нам приходится жить. Об агрессии по отношению к национал-предателям. Давайте с вами поговорим о серьезной теме. Это нападение на Татьяну Фельгенгауэр, на журналистку, ведущую «Эхо Москвы». Давайте посмотрим на эту тему небольшую сюжет-видеосправку. Нападение на заместителя главного редактора ведущей «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр произошло прямо в редакции радиостанции. Преступник ослепил охранника, распылив ему в лицо содержимое газового баллончика, и побежал в один из кабинетов. По словам главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, у нападавшего был план кабинетов редакции с надписями на английском языке. Венедиктов подозревает, что данные для плана преступнику предоставил человек, хорошо знакомый с внутренней жизнью редакции. Нападавший направился не в кабинет Татьяны Фельгенгауэр, а в гостевую комнату, где в тот момент находилась ведущая. Это тоже, говорят на «Эхе», можно считать подтверждением того, что преступник получал информацию от кого-то из сотрудников или постоянных гостей радиостанции. Злоумышленник набросился на Татьяну, ударив ее ножом по горлу. В тяжелом состоянии журналистка была госпитализирована. Покушавшегося на нее задержали на месте охранники редакции. Подозреваемый 48-летний гражданин России и Израиля Борис Фриц уже частично признал свою вину. Фриц сообщил следователям, что действительно напал на Татьяну Фельгенгауэр, но отрицает обвинение в покушении на жизнь ведущей. Говорит, что убивать ее не собирался. Подозреваемый утверждает, что Татьяна телепатически преследовала его, что и послужило поводом для нападения. Журналистка все еще пребывает в больнице. Угроза ее жизни миновала. Да, но это вот опять же срез портрета, то, что называется, да, срез того, какой страной является сейчас Мордор, да, срез того, во что все это скатилось. Потому что действительно, вот я не думаю, что это какая-то там провокация спецслужб. Я не думаю, что вообще, я думаю, что кровавая гыбня – это вообще вторая проблема сейчас России на самом деле. Потому что первая проблема России – это вот эта вот ненависть и агрессия. И это годы, или даже, пожалуй, уже десятилетия работы зомбоящика, который свою зарплату получает совершенно не зря, взращивали ненависть, 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 агрессию, 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 ксенофобию, ксенофобию. Да? Сначала были... кто же там у нас был-то сначала? Сначала были, по-моему, литовские, эстонские фашисты, потом были чеченские фашисты, потом были грузинские фашисты, потом были вообще понаехавшие, потом были гастарбайтеры, потом было ЛГБТ-сообщество, потом были национал-предатели, потом были украинцы и всегда постоянно были, конечно, пиндосы. Да? То есть телевидение в России делало не новости, телевидение в России давало зрителю не информационный продукт, она ему давала продукт ненависти. Она ему вот на тарелочке приносила ненависть, и там просто по секторам менялись субъекты, на которые эту ненависть надо было направлять. И вырастили такие, да, как там у Буковского. 20 лет растили безголовых людей и вырастили такие поколения нового типа. Люди без головы стали рождаться. Да? Вот примерно то же самое сейчас и произошло в России. Да? Агрессия безумная. Я когда жил в России, я боялся не столько там каких-то вот обысков, да, приход космонавтов, Следственного комитета с болгаркой в 7 утра, хотя и этого тоже, конечно, безусловно, это все крайне неприятно, да, но больше всего я боялся именно вот таких вот полуумных людей, да, потому что ты идешь по улице, ты совершенно не знаешь, какой про тебя показывали сюжет, потому что нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло после сюжета на телеканале «Россия», где говорилось именно про «Эхо Москвы», где называлась именно фамилия Татьяны. Да? И вот она запала в голову этому человеку, он побежал и забежал на «Эхо Москвы» и ударил ее в горло ножом Татьяну. Да? Кстати, сегодня Татьяна
Я сегодня получил, наконец-таки, в мессенджере сообщение от Татьяны. Она, наконец-таки, слава богу, уже дошла до телефона, отвечает на послания, которые ей приходили. И прям, конечно, сегодня как гора с плеч свалилась. Я прям просто очень рад этому событию. Так вот, все вот эти психи, да, они идут... Они почему-то идут не на РТР, не на Первый канал, они идут именно в средства массовой информации, которые до сих пор пока еще являются оппозиционными, или как минимум стараются быть оппозиционными. Да? И это вот та реальность, в которой мы сейчас опять с вами существуем. Это та реальность, где средства... где проблема самозащиты ложится уже на самих людей. Да? В первую очередь, конечно, журналисты, потому что гибридная война пришла теперь и в ваш дом, друзья мои, потому что те средства массовой информации, по которым развивается ненависть, они, конечно, тоже находятся на передовой этой гибридной войне, и это не последний случай, и далеко не первый случай, и даже не 10-й, и я уверен, что далеко не последний. Так вот, мой совет, вооружайтесь. Вооружайтесь, друзья мои, берите всевозможные средства обороны, потому что в любом случае отвертка лучше, чем безоружный человек, нож лучше, чем отвертка, электрошокер лучше, чем нож, баллончик лучше, чем электрошокер, травматический пистолет лучше, чем баллончик. Да? Потому что жизнь стала такая. Жизнь стала такая. Стало просто страшно ходить по улицам. Вот опять же повторюсь, я боялся не столько КГБ, сколько вот таких вот агрессивных людей. Потому что идешь по улице, ты не понимаешь, что там про тебя показали, не понимаешь, какой якорек затронет какого очередного сумасшедшего в твоем новом посте, и кто захочет расквитаться с тобой, с национал-предателем. Но дело даже не в национал-предателях, дело в том, что сейчас в этой стране вообще стало страшно жить. Да? Это Мордор уже становится по всем показаниям. Вот опять же, тем, кто мечтал умереть в России, кто хотел камни с неба, опять же, все у вас складывается, друзья мои, все идет к вам в руки, все желания должны исполняться. Поэтому вооружайтесь, друзья мои. И это касается не только журналистов, это касается не только россиян, это касается также и граждан Украины, потому что, как мы видим, сюда тянется и сюда. Вся эта нехорошая вещь, она уже тянется и сюда, да, и недавний взрыв около «Эспрессо» тоже подтверждение всему этому. Записывайтесь на курсы самообороны. Покупайте себе оружие самообороны. Понятно, что отдельно травмат он не решит проблемы, но сходите там 10 раз на курсы самообороны, потратьте деньги, поймите, какой нужен комплекс мер, чтобы носить там эргономическую одежду, не ходить одним и тем же путем, не ездить там, не доезжать на лифте до своего этажа и так далее и тому подобное. Это, к сожалению, наша с вами новая реальность. Мордор расползается и гадит как только может. Да, кстати, сегодня пришла еще новость, что Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», принял решение эвакуировать Ксению Ларину из России. Ксения Ларина – это тоже ведущая «Эхо Москвы», и тоже это решение было принято после очередного сюжета на телеканале РТР в программе, по-моему, Владимира Соловьева. Я сам этот сюжет еще не видел, не знаю, что он там говорил, но вот была озвучена, значит, какая-то новая фамилия, которая может стать одной новой жертвой. И абсолютно поддерживает решение. Спасение утопающих в руках самих утопающих. Кстати, также и главный редактор «Новой газеты» сообщил о планах вооружить свою редакцию. Да? Ну, вооружить, понятно, что не боевым оружием, а купить там несколько, видимо, травматов будет закуплено. Я с Дмитрием Андреевичем говорил на эту тему раз, наверное, 300, и выклевал ему мозг до такой степени, что он уже, когда меня видел, переходил на другую сторону коридора. Но, наконец-то, слава богу, это будет сделано. Я полностью поддерживаю этот шаг, полностью поддерживаю право людей на самооборону. Право людей на самооборону должно быть неприкосновенно. Защищать свою жизнь человек должен обязательно сам. Это главная обязанность индивидуума. И еще одна замечательная новость. Россия снимает запрет на ввоз турецких томатов с 1 ноября. Давайте посмотрим также сюжет об этой новости.
Турецкие помидоры – одна из многочисленных жертв великодержавных амбиций Путина. Именно по ним мужественно двинул этот персонаж после того, как пилот ВВС Турции сбил российский бомбардировщик, залетевший из Сирии на турецкую территорию. Тогда, в 2015-м, Путин назвал правительство Эрдогана преступной кликой, пригрозил карами и запретил ввоз турецких помидоров. Обещал, кстати, что помидоры – это только начало, а дальше туркам ой как кисло придется. Если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительных и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали, и они еще не раз пожалеют о содеянном. Но на деле, конечно, все ограничилось только помидорами. То есть, конечно, российские власти запретили ввоз всей турецкой сельхозпродукции. Однако львиная ее доля давно уже приходится именно на томаты. И им по-прежнему запрещен въезд в Россию и на оккупированные ей территории. Путин с Эрдоганом уже помирились. Турецкий президент для Кремля уже не предводитель преступной клики, а уважаемый геополитический партнер. Но помидоры все еще под запретом. В мае этого года Путин широким жестом разрешил ввоз любых турецких продуктов, кроме многострадальных помидоров. Может, у него с помидорами что-то личное? Как дышали, как дышали. Слушайте, вот мне когда говорят, что Россия это неинтересно, да это обалдеть как интересно. Это просто цирк вперемешку с Мордором, да? Смотришь и просто смеешься и хватаешься за голову. То фейспалм, то дикий ржач. Потому что вспомните, какая была патриотическая истерика. Вспомните, как весь этот пафос, как все это преподносилось. Вспомните, как вот эта вот замечательная фраза Владимира Владимировича «одними помидорами не отделайтесь». Вспомните, как россияне перестали ездить в Турцию, как им запретили ездить в Турцию, как прям турки были нашими самыми-самыми главными врагами. В итоге что? В итоге вас, дорогие россияне, опять в очередной раз кинули. В очередной раз вас попользовали, и теперь будете кушать опять замечательные турецкие томаты. Из-за контрсанкций ваше сельское хозяйство не сложилось. Так что опять Турция наш главный друг, наш главный партнер. И вот мне сейчас в говорящее ухо, у меня здесь в ухе есть такая говорящая штука, мне вот туда шаманы, редакторы сообщают, что сейчас мы пока прервем на эту передачу, потому что к нам в студию пришли Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которые только что прилетели из Стамбула. И сейчас, это безусловно, конечно, важнее, это безусловно интереснее. И сейчас, пожалуйста, посмотрите интервью с ними. А мы с вами встретимся в следующую пятницу на телеканале АТР. Удачных всем выходных.